Спорт много чего дает молодым ребятам, много чего. Мы всегда варились в этой каше, варились в спорте, всегда были в боксе. Всегда ездили на соревнования, тренировались, пахали. И не боялись этого. Не боялись трудностей. Пот проливали, кровь проливали, все было. И никогда не сдавались. Всегда шли. Проигрывали заново. Осознали ошибку, дальше идем вперед. Понимая свою ошибку. Понимая над тем, над чем нам сегодня нужно поработать, чтобы быть завтра лучше. Да? А вот, оп. Поняли? Оп. Вот, я там левша. Давай. Доставай. Все, по переднему, передняя ручка быстро. Достаем плеча. Поехали. Время. Не, далеко. Если видишь далеко, не надо лишний раз бить. Подкрадись. Дерни иногда назад. Давай, вот так. Хитро. Хитрить надо. Отдыхаем. Подошли ко мне. Получается? Молодцы. Распредались. Все. Давайте, выпрыгивали. 15 раз, поехали. Как можно выше. Давайте ближе подошли. Хочешь побеждать? Все хотят побеждать, никто проигрывать не хочет. А чтобы побеждать, надо что делать? Тренироваться, много работать над собой. Вот. И слушаться тренера, правильно? Вот. Дома у зеркала стоите и вот отрабатываю, да, как так, что вспомнил, что тренер говорил. Так, эту комбинацию, вторую, третью, так, здесь ножки надо правильно ставить, здесь двигаться нужно правильно. Вот, и работаешь, понял? Защита здесь. У боксера самое слабое место это какое место? Челюсть и печень, да, в том числе. Вот. Ну, вообще голова, да. Вот, потому что если голова, как дурная, да, то, естественно, конечно, она ногам покоя не дает. Вот. И поэтому надо соображать, думать в боксе много, для того, чтобы уметь уходить от ударов. Но бокс, в первую очередь, это искусство защиты. Дорогой мой, как тебя зовут? Мансур. Вот, бокс это искусство защиты. Если ты хорошо защищаешься, то ты классный боксер, ты профессионал, ты долговечный боксер. Вот в первую очередь, в чем в боксе важно осознать и понять, это то, что нужно хорошо защищаться. Оборонять себя, свое тело, быть таким недоступным. Ноги должны быть сильные, для этого ноги должны быть сильные. И реакция должна быть быстрая, и правильная техника у тебя должна быть, и руки на месте у тебя должны быть, да? И сила должна быть, быстрота должна быть, много чего, много фактов. Много чего должно быть сильного для того, чтобы ты завтра побеждал. Был лучшим, был чемпионом страны, был чемпионом мира, Олимпиады. Это не так просто. Это люди думают, что, ему повезло. Не бывает такого, никому не везет в боксе. Бокс это труд, похота. Но этого бояться не нужно, надо наоборот идти. Себя узнавайте себя. Как сможете ли вы себя преодолеть, сможете ли вы завтра быть лучшим. Финт. Что такое финт? Финт это обман, да. Вот ты показал, или глазами, да, надурил, посмотрел на живот, а бьешь в голову, да? Или посмотрел в глаза, бьешь в живот. Посмотрел на живот, бьешь в голову, да? Глазами обманываешь. Это тоже финт. Вот, я тебя дернул. Ушел уж опять туда. Вот. Быстро. Понял? Вот. Вот ты. Работаешь. Челнок, да? Дернул, подергал. Чтобы его напрягать соперника. Напрягать. Вот, дергай его. Постоянно. Контри. Прессуй его. Всегда прессуй его.
и держи центр ринга. Понял? Центр ринга кто держит, в основном тот и побеждает. Потом бокс это наука, то есть вы можете в защите, уходить в защите, в обороне быть, но при этом побеждать. Вы можете на отходах работать, уметь. Там сайдстепом раскрутил его, да, там, допустим, в ринге, там, у канатов уметь работать. Резко ушел, там, накатил, ушел, там, поднял. Сайдстеп такой, знаете. Там, то есть, уметь и у канатов работать, и в центре ринга. Но быть всегда агрессором. Быть всегда агрессором. Иди сюда. Такой момент. Стань в стойку. Такой момент. Если вот вы сперва должны осознать головой своей. Своей головой должны осознать, что мы делаем. Поэтому, сперва, если голова не поняла, что мы делаем, то дальше она работать не будет. Она не поймет, что ему дальше делать, как действовать. Поэтому сперва осознание головой должно приходить, а потом дальше уже работаем. Поехали. Удержайся, ну, слегка. Вот, раз. Нет, просто не надо там. Медленно. Останови руку останови. Вот. Недалеко, рядом, вот. Но если я вот здесь сюда, я уже его доставать не смогу. Мне нужно рядом держаться. И тут вы уже рядом. Понимаете? И ему уже страшно, он боится, понимаете? Когда ты рядом, напрягаешь его, понимаете? Вот. Ну, смотри, сюда бей. Вот. Если он не бьет, допустим, не надо его ждать. Сами атакуйте, сами начинайте работу. Не надо ждать его. Вот, с этой рукой. Вот, то этой, то. Вот, давайте сейчас поработаем. Один бьет. Прямые, вот, ладошками только, аккуратно. В глаза не попадите, хорошо? Вот так не надо бить назло. Вот так, подушками пальцев. Оп. Поняли? А второй уклоняется, уходит. Ушел, поработал. Ушел, с живота поработал. Поняли? Один бьет, второй. Но сперва надо шаг назад. Посмотреть дистанция. Шаг назад. Уклон. Шаг назад. Прочувствовать дистанцию. Надо прочувствовать. Как вы будете прочувствовать дистанцию? Как прочувствовать дистанцию? Ушел, шаг назад, ушел. Подставочка. Там раз. Потом приноровился. И оп. Взорвался, да? Приноровился, взорвался. Поехали. Давай. Вставайте. Ты бьешь, а он уклоняется. Давай. Ну подними ручки, что за стойка? Давай, где? Запрячь челюсть. Ты же в бокс заходишь, тебя будут бить, больно бить. Давай. Чувствуй опасность. Вот. Шаг назад, подставка. Далеко, не достал. Не вались на него, задний нож, подходишь вот так. Оп. Я появился. Тут походи, не бойся, походи. Посмотри, чтобы ты рядом был, на меня бей. Оп. То второй, то раз, два, пошел. Вот так, раз, два, вот так. Потом на себя идешь. На себя тоже тянешь. Раз, два. Понял, да? Давай. Тут назад иди теперь. Руку не надо опускай. Во, ты бежишь. Челюсть открытая. Ты должен челюсть защищать, хорошо? Оп. Давай, бей. Оп. И недалеко, а вот тут здесь. Накидываешь рядом. Защита, видишь? Давай, работай. Давай, что вы, не поняли? Что непонятно? Надо немножко сядь, Так, раз, с ножкой иди. Раз, воткни. И так же второй. А то просто, посмотри вторую ножку. Раз, развернул. О, давай, бей правильно. Не нырок, а уклон. Нет, уклончик, смотри, бей. Бей сюда. Уклончик, вот уклончик, ушел, раз. Уклончик, это называется уклон. Да. Раз, смотри, раз,
и 2. Сегодня бокс действительно во многих регионах страны развивается. Везде, в каждом регионе есть свои люди, которые управляют боксом, развивают его, подтягивают молодежь. И меня радует сегодня, когда я прихожу на мастер-классы своей родной республики Ингушетия, когда я вижу, что ребята занимаются и дзюдо, в одном зале умещаются и боксеры, и другие виды спорта. Ну, это всегда радует, потому что молодежь – это наше будущее. Что такое? Сегодня мы, если не вкладываем, что такое молодежь? Это наше будущее. И сегодня, если мы не вкладываем в наше будущее, то каким оно будет, неизвестно. А это зависит действительно от нас, как мы воспитаем детей, как мы их поставим крепко на ноги, что вложим в их умы, то оно и будет, да? Вот. Сегодня я вижу реально неплохой потенциал у той школы, которую привил мне еще мой тренер Руслан Чапанов, великий комбинатор, великий стратег бокса, ингушского бокса. Сегодня здесь я вижу, ребята, ученик Руслана Чапанова Магомед Заврунов тренирует. И здесь я вижу, у ребят есть потенциал определенный, желание заниматься. Но сегодня у нас Марта Достыш, Рамадан. И ребята немножко, можно сказать так, все равно сбавили обороты. Но в целом стараются, тренируются, пашут. Нырок как надо делать? Вот сегодня мальчик неправильно делал. Он нырок делает. Нырок, что такое уклон и что такое нырок? Кто знает? Да, под боковой удар. А уклон это под прямой. Да, вот. Только не вот так, а вот. Внимательно. Чтобы они видели тоже. Сюда ближе. Так, давай. Нырочек давай. Боковой бей. Да, боковой. Не, боковой бей. Бей боковой. О. Правильно, медленно, вот так, да. О. Смотрите, я что делаю? Я делаю подставочку. Я же не знаю, что он хочет бить. Я поэтому раз подставку сделал. Это самая близкая защита. Давай. Оп. Не успел ты нырнуть, да? Не успел нырнуть. Подставку сделал. Оп. 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 Какой бы сильный удар не был, жестко подставочка. Раз. И дальше накатывай. Поехал. Оп. Давай. Смотри, давай. Потом шаг назад. Вот так ладошками, вот так просто. Раз, два, понял? Вот так. Раз, два. Не, пролетай, вот так, пролетай. Оп. Вот так бей, давай. Ставим сюда. Оп. Так. Оп. 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 То есть вы делаете шаг назад и подходите сразу. Раз. Давай. Подставочка, подставочка. И когда вы уже поняли, что у вас получается, вы готовы к атаке, тогда раз, ныряем. Оп. Вот, мы начинаем нырять. Оп. Вот, поехал. Поняли? Давай. Вот, поняли? Вот, не успели подставочка. Не успели подставка, подставка, подставка. Шаг назад. Шаг назад. Оп. Поняли? Оп. Вот это движение, оно должно быть быстрым, максимально. Вот. Вот без него давай. Посмотри без партнера. Оп. Как можно глубже. Нет, неправильно. И это прямо должны, прямо. Не вот так, не так. А вот прямо корпус. Оп, 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 оп. Неправильно. Не вот так. А вот прямо. Вот прямо. Не, корпус. Давай, давай. Делайте, делайте. Выйди сюда. Да. Покажите, поработайте. Ты бьешь, ты ныряешь, давай. Как я говорил, подставка, шаг назад, давай. Все делай. Это что называется? Это предварительное действие. Подставка, шаг назад. Это действие, предваряющее атаку.
К атаке нужно подготовиться. Шаг назад, нырок, подставка. Не забывайте вещи, давай. Вот здесь, когда ныряешь, руку подними, защищайся. Вот ты вот так, ну, у тебя челюсть открыта. Ты челюсть защищай. Как дадут тебе, останешься без головы. Давай. Да подними эту руку. Вот так перекрывать сможешь, раз, раз. Всегда надо искать в себе ошибки. Всегда видеть в себе ошибки. Всегда стремиться к лучшему результату, к лучшим навыкам. Тогда из вас вырастут чемпионы. Понимаете вы? Понятно? Вот, стараться лучше, лучше, лучше. Так будете расти, так станете чемпионами. Вот видите, ребята уже более опытные работают. Мы сейчас делали немножко исключение, потому что у нас вот этот месяц тяжеловато бывает, потому что многие у нас УРЗУ держат, поэтому мы делали тренировки через день. Мы сейчас легкие тренировки, у нас час 20 тренировка через день пока длится. И единственное, просто у нас сейчас тяжелое положение, потому что мы сейчас, у нас в России, готовимся к первенству России, который сейчас пройдет 16 апреля. 6 апреля у меня первая Россия, у старшего юноши у нас Тагиров Иса там будет участвовать. Это будет 6 по 14 апреля в городе Самара. И с 30 апреля у меня юниор в городе Владикавказе будет с 30 по 8 с 30 апреля по 8 мая, короче, будет проходить тоже первенство России среди юниоров. И мы в связи с этим, сейчас вот у нас немножко с этим, с календарем, вот это так получилось, что у нас сейчас приходится в таких условиях нам сейчас готовиться к этим отборочным соревнованиям. Но я думаю, пацаны подойдут в хорошей форме, потому что они работают. Да, тяжеловато, потому что слишком много нагрузку тоже давать не можем, но я думаю, мы подойдем к этим соревнованиям в хорошей форме, короче. Дорогие друзья, оставайтесь на канале Магаз, смотрите спортивную ингушетию. До новых встреч!